Добрый вечер. Время прайма на телеканале АТР, 21 час, прямой эфир, четверг, в студии я, Юрий Мацарский. И сегодня я возвращаюсь к одной из тех тем, которая мне, как журналисту, наиболее близка и наиболее интересна. Ну, я не буду скрывать, да, наверное, все уже и догадались, будем говорить сегодня про Ближний Восток, про то, что там происходит. Широко посмотрим в принципе, на Ближний Восток, и про Ирак, и про Сирию поговорим, и про Израиль с Палестиной. Ну, вот обо всем, о комплексе проблем, но не с военной или не с политической точки зрения, а с религиозной точки зрения. Именно поэтому я сегодня в студию гостем своим пригласил Руслана Халикова, президента Украинской молодежной ассоциации религиоведов. Руслан, добрый вечер. Добрый вечер. Вот с начала войны в Сирии, наверное, даже с 2011 года вдруг вернулся в обиход словарь религиозных терминов. Говорят про джихад, появился халифат, вмешательство европейских государств, США и других, ну, что, как принято называть, христианских цивилизаций в этот конфликт называются многими, в том числе и журналистами, моими коллегами, крестовым походом. Да? Эти люди, которые отправляются туда воевать, называются крестоносцами. Справедливо ли вообще использование такой лексики, религиозной лексики по отношению к тому, что происходит сейчас в целом на Ближнем Востоке? Ну, на самом деле, не с начала войны с Сирией, не с 2011 года, а, наверное, с 2001 года начинаются использование этих слов для Ближнего Востока. То есть с 11 сентября 2001 года запускается такая тема, что все знают, что существует джихад, все знают, что существуют исламисты. Это такие бородатые некрасивые люди, которые хотят завоевать Америку или уничтожить ее. С другой стороны, уже в 2001 году или в начале 2002 Буш вводит понятие крестового похода, когда он говорит, мы идем крестовым походом сначала на Афганистан, потом на Ирак, потом дальше эта ситуация раскачалась по всему и Ближнему, и Среднему Востоку. То есть получается, что этот термин действительно связан с вещами околорелигиозными, но при этом люди, которые его употребляют, и их употребляют эти термины, как крестовый поход, джихад и многие другие из этой же лексики, это не религиозные люди. То есть это журналисты, это политики. Но вот тот же самый, например, Джордж Буш-младший, о котором мы сейчас говорим, один из бывших президентов Америки, который, собственно, и развязал войну в Афганистане, в Ираке, он-то как раз был очень религиозным человеком, ну и сейчас, наверное, остается. Человек, который всюду и всегда подчеркивает, что вот он лишь орудие в руках Господа и так далее. То есть это как раз религиозен. Но при этом он не религиозный деятель. То есть мы знаем, что есть верующие люди, а есть иерархи. Вот там муфтии, но с другой стороны патриархи и вот такого. Священнослужители. Да. Они как раз чаще всего выступают за то, чтобы поменьше педалировать этот термин. То есть определенный класс богословов, например, мусульманских, которые посвящают свои проповеди джихаду, противостоянию с Америкой, прежде всего с Америкой. Но по большому счету речь идет не об Америке как о географии, а об Америке как представителе Запада. А Запад воспринимается не столько даже как христианский, сколько как безбожный Запад, загнивающий секулярный Запад. Такие богословы есть, но при этом это не консенсус в мусульманском мире. Также и с христианской точки зрения нет единой позиции, что нужно выступать против мусульман, хотя есть горячие головы, которые призывают жечь Коран, вести крестовый поход. Пастор Дэвид Джонс был такой в Флориде пастор. Я как-то даже разговаривал с ним, делал с ним интервью, но, как мне показалось, это клиника. Ну, то есть это вот, просто глубоко больной человек. Ну, по-моему, конкретно он потом, в конце концов, отказывался жечь Коран, но у него всегда находились последователи, которые продвигали эту тему и дальше. Вот, то есть давайте так немножко вернусь к Ближнему Востоку. Конечно. Смотрите, вот вы говорите о том, что для ряда людей, для ряда проповедников и для ряда тех людей, которые прислушиваются к их словам, джихад – это война против Америки, против той цивилизации, которую они считают безбожной. Но при этом война-то
на самом деле идет совсем не в Америке. Война-то идет как раз на Ближнем Востоке, где, ну, в общем, кого можно назвать безбожниками? Какой основной религиозный компонент вот этого противостояния на Ближнем Востоке? Сирия, Ирак и так далее? Ну, тут я еще хочу вернуться немножко к вот этому противостоянию безбожных и небезбожных. Как раз важным моментом будет то, что внутри той же Сирии, внутри того же Ирака и других мусульманских стран часть людей обвиняет другую часть в как раз пособничестве, да, то, что они там неверующие, муртады и отступники, которые поддерживают американцев. И это как раз здесь обвиняют всех, и там Саудовскую Аравию, как обычно, обвиняют в том, что у них базы американские были на территории Саудовской Аравии и так далее. То есть этот момент остается очень важным все равно. И как раз вот такие воинствующие джихадисты часто используют, допустим, против Турции, выступая в том, что Турция светское государство, и против собственных правительств, которые тоже светские. Ну, конечно, туда накладывается и противостояние суннитов с шиитами, которое как раз во всех этих конфликтных регионах присутствует. И в Ираке, и в Сирии, в Йемене, и в разных других государствах. То есть наслаивается несколько компонентов противостояния, которые один другого утяжеляют и создают конфликтность все больше. Поэтому здесь нельзя говорить, что только противостояние с светскими, но и противостояние внутри мусульманского мира. Также и внутри христианского мира тоже нет как бы единогласия. Вот это, например, недавнее американское продвижение Иерусалима как столицы Израиля. Оно же было поддержано очень многими христианскими фундаменталистами, которые как раз антимусульманские. Судя по всему, они это инициировали, собственно. Ну, да, но это американские фундаменталисты. Да, а христиане Ближнего Востока пострадали от этого, потому что мусульманские мэры городов, мусульманские лидеры восприняли то, что вот мы же не можем по американцам ударить, давайте мы наших местных христиан прижмем. И таким образом христианские, допустим, епископы Израиля, ну, Палестины выступили против этой американской инициативы. То есть всегда есть много группировок, часть из которых более фундаментальная, часть менее фундаментальная, и они не представляют такого, скажем, мейнстрима теологического в своей традиции, а какие-то такие более маргинальные, но за счет этого и более заметные формы. Я, кстати, замечу, что чаще всего в этих самых крупных, больших войнах на Ближнем Востоке страдают меньшинства. Именно те религиозные группы, которые сложно отнести к крупным объединениям, будь то сунниты, будь то шииты, будь то христиане. Чаще всего как раз страдают вот эти вот более, скажем так, более обособленные группы, те, которые, ну вот для всех остальных, если не совсем уж еретики, то, по крайней мере, выглядят как еретики. Я предлагаю сейчас посмотреть часть интервью одного из тех, кого считают еретиками. Это шейх, глава народа этноконфессионального меньшинства из Ирака. Он шейх Какай. Это вот то самое небольшое меньшинство, от 70 до 100 тысяч их сейчас есть. Это те люди, которые попали совсем недавно как раз под огонь ИГИЛ. Я прошу сейчас режиссера включить часть этого интервью. Радикальные исламисты не считают Какай мусульманами. Еще до ИГИЛ в 2004 году сюда пришли люди, которые называли себя истинными мусульманами. Они разрушили наши дома, наш главный храм. А через 10 лет, в 2014-м, пришло ИГИЛ и снова разрушило восстановленный нами храм. При этом Какаи – последователи ислама. Мы мусульмане. Мы верим в Аллаха, поклоняемся Ему, отрицаем иных богов. Но для исламских экстремистов мы, наверное, не настоящие верующие, не такие радикалы, как они, поэтому они уничтожают наши святыни. Да, наши храмы не похожи на мечети, в чем-то расходимся с теми же экстремистами, но это значит лишь, что мы мыслим немного иначе. Если ты поклоняешься Аллаху, если соблюдаешь Его заповеди, не лжешь, не крадешь, не убиваешь, ты уже мусульманин в соответствии с исламскими законами.
Там вот слева, за спиной Саида Махди, можно было видеть полуразрушенное здание. Это храм, главный храм какая? Джамхани называется у них храм, их всего несколько было. Они все разрушены, по-моему, сейчас исламским государством. В принципе, они говорят, что они мусульмане, но в этой вере много заимствовано. Вот, например, у него вот за спиной у Саида этот храм, в котором гробница их основателя, человека, который несколько сотен лет назад придумал эту самую религию. Сами они верят в реинкарнацию, но при этом считают себя мусульманами. Эти люди, насколько я понимаю, ведь они же не на ровном месте взялись. Вот те люди, которые сейчас страдают... Ну, конечно, и не приехали. Да, они там жили всегда. Откуда берутся такого рода религии, где, с одной стороны, почитается Коран, где, с одной стороны, соблюдаются заповеди, в том числе и вот все то, что считается харамным для остальных мусульман, считается харамным и у этих людей. Откуда же берутся вот такие вот странные религии, где вместе с Кораном вера в реинкарнацию, вера в то, что ангелы управляют человеческими судьбами, имам Али был одним из божественных воплощений. Как это, как взялись, откуда взялись эти люди и когда это появилось? По поводу меньшинств, действительно, они страдают больше всего, и их единственный вариант выжить и развиваться был как раз в момент светских или терпимых, толерантных властей. То есть при, например, светском правительстве Асада, ну сначала отца, потом и сына, в Сирии как раз вот этим меньшинством более или менее они обладали теми же правами, что и мусульмане, ну такие классического пошиба суннитского. Поэтому, в Сирии времен Асада они вообще у власти были меньшинством. Вот они, кстати, сродни, в чем-то пересекаются. То есть это около шиитские тоже направления, да. Но также и христиане были в таком, ну, им явно предоставлялась безопасность и какие-то преференции. И поэтому многие из них поддержали власти при борьбе с ИГИЛом или с другими суннитскими джихадистами. И те же Какаи, они же тоже поддержали центральное правительство в вытеснении ИГИЛа с их земель. Ну, что, в общем-то, логично. Так же, как и езиды, так же, как и христиане ассирийские в Ираке, к примеру, тоже выступали против ИГИЛа. Потому что центральная власть — это порядок. И, конечно, порядок такого современного светского образца предполагает свободу вероисповедания, тогда как любой уход в сторону одного из направлений предполагает защемление других. Там в той же, например, Турции, хоть она и светская, но меньшинства тоже не очень-то признаются. То есть всего 3 меньшинства признаны. И те же алевиты турецкие тоже очень страдают не в том смысле, что их там преследуют, убивают и пытают, а в том смысле, что у них нет там прав на льготы налоговые, у них нет своих праздников признанных. Ну, то есть сейчас это постепенно признается. И на Ближнем Востоке нет такого понятия, как ислам или там, например, христианство. Там огромная палитра верований, которые и в рамках христианства разнятся. Там в том же ближневосточном христианстве это не такое православие там, или католицизм, как у нас принято. Там десятки направлений христианских, плюс чуть ли не в каждом направлении есть свое униатское направление, которое в единстве с Римом, а те, которые не в единстве с Римом. Также и среди мусульман есть 2 магистральных направления, которые сохранились, да, но их сохранилось 3, но 2 таких больше всего народу. Это сунниты и шииты. Но и в рамках суннизма, и в рамках шиизма есть огромное количество течений. Те же Какаи, те же алавиты, те же исмаилиты, ибадиты и множество других направлений, каждая из которых частично отличается. Все шииты, конечно, признают какой-то авторитет имама Али, но некоторые его считают воплощением божества, некоторые не считают, просто признают его самым достойным претендентом на халифат. Поэтому, естественно, сунниты чаще всего не признают этих претензий шиитских, особенно когда речь идет о наделении имама Али божественным статусом. Во многом шииты этих направлений похожи на христиан, которые тоже считают, что Иисус Христос — это божество воплощенное. Поэтому с точки зрения мусульман, и, может быть, с религиоведческой точки зрения тоже это имеет смысл. Шииты больше впитали, вот эти ближневосточные шииты больше впитали до исламских традиций, которые там существовали. Поэтому вера в реинкарнацию не только среди
какая, она же и среди друзов присутствует, и среди некоторых других направлений шиитских. И таких направлений очень много, они появлялись по мере развития религиозной ситуации на Ближнем Востоке, в Иране и в арабском мире. То есть Ирак же он не полностью арабский, да, то есть он в меньшей степени арабский. Там значительное влияние персидское, и, собственно, центры, религиозные центры шиизма, они же в Ираке находятся. Неджеф, Карбала — это не Иран, это как раз иракские шииты. И поэтому очень большое влияние шиизма, там 75% населения шииты, и, естественно, это разные группы, которые к разным имамам склоняются. Вот вы упомянули уже езидов, да, которым, судя по всему, сейчас тяжелее всего выживать на Ближнем Востоке. Это религия одного этноса, езидов, это этноконфессиональное меньшинство. Их около миллиона было до начала войны. А с точки зрения радикальных мусульман, радикальных джихадистов, эти люди дьяволопоклонники. Именно поэтому им не разрешено жить на планете. Мужчин езидов убивают сразу, а женщин отправляют в рабство. Я сейчас предлагаю посмотреть часть интервью с женщиной, которая была в этом рабстве, которая была куплена как раз во время захвата деревни езидов так называемым исламским государством и несколько лет провела вот фактически в плену. Я прошу режиссера включить часть интервью. Меня поставили на площади с сыном на руках. У нас на головах были прикреплены ценники. Вокруг стояли такие же женщины с бумажками на головах. Мимо ходили люди и рассматривали нас. Меня с сыном, ему тогда было всего несколько месяцев, купил один боевик, не из Сирии и не из этих мест, из Иордании. Мы уехали с ним, жили в Сирии, потом оказались в Ираке, недалеко от Мосула. Я не буду рассказывать про то, что было в рабстве. Мне очень стыдно. Надеюсь, мой муж простит меня за все, когда вернется. Лица не просто так затуманены, это просьба самой бывшей рабыни. Она очень стыдится своего пребывания в рабстве. Собственно, именно поэтому и она, и ее сын, то, что называется на телевизионном сленге, заблурены. Да, ну вот яркий показатель того, что люди, которые себя называют джихадистами или истинными мусульманами, настоящими сторонники ИГИЛ, они частично восстанавливают некоторые нормы, которые существовали в исламе в средние века. То есть рабство было узаконено до поры до времени. Сейчас европейские мусульмане не ставят вопрос о рабстве, это считается второстепенным моментом. Тогда как многие моменты, которые ставятся мусульманами, такими менее фундаменталистски, что ли, ориентированными, там этические моменты, экологические моменты, они упускаются. И даже обычные центральные религиозные, богословские моменты, то есть богословское образование, там, чтение Корана, мистика суфийская, к примеру, все это очень скептически оценивается бойцами исламского государства. То есть они выделяют некоторые второстепенные вещи, довольно внешние, там, рабство, ношение там, одежды, внешний вид, еда, и необходимость защищать веру. То есть основной момент не в том, что ты благочестив, что ты практикуешь постоянно религию свою, а в том, что ты за нее готов отдать жизнь. И вот этот момент мобилизации, он превышает фактически момент других заслуг, этических заслуг, добродетелей, к которым призывает обычный классический ислам. То есть получается так, что для джихадистов из этого самого так называемого исламского государства врагами являются и большинство мусульман-суннитов тоже? Ну, те, которые не признают их идеологии, да, конечно. Ну и опять-таки не просто идеологии, те, которые не признают, например, халифат аль-Багдади. То есть само по себе провозглашение халифата – это очень претенциозная вещь. Это не так уж часто даже там того же Осама бен Ладена халифом никто не провозглашал. А, кстати, какие основания были у аль-Багдади для того, чтобы провозгласить себя халифом? Есть у него какая-то, я так сформулирую по-простому, теоретическая какая-то база для того, чтобы назначить, объявить самого себя халифом? Ну, в некотором роде само по себе
сама по себе претензия может считаться обоснованной, потому что халифа как общемусульманского деятеля сейчас нет с точки зрения мусульманского большинства. Соответственно, место вакантное, можно на него претендовать. С другой стороны, если это суннитская практика, то нельзя просто себя объявить халифом. Более того, для этого даже недостаточно быть потомком пророка Мухаммада. Для этого нужно согласие богословов, ведущих богословов мира, то есть иджма, единое мнение ведущих богословов. Так это было и при провозглашении первых халифов, когда вся умма соединялась, ну умма тогда еще была не такая большая, как сегодня, и высказывалась по поводу, кто должен быть халифом. Также должно быть и сейчас, то есть его должны были признать богословы, которые, в общем-то, его не признали и в основном выступили против того, чтобы он был, считался халифом. С другой стороны, на ограниченной территории можно себя провозгласить халифом. Если все твои сторонники тебя считают халифом, то но все-таки ему это же это не не настоящий помешало. халифат. Халиф — это Ну все-таки да. глава всех верующих. А как можно говорить о главенстве над всеми верующими, когда ты, ну, пускай если незначительную, ты, но да. все-таки далеко не всю землю. Но если ты контролируешь. не считаешь верующими, например, турок, которые живут в светском государстве, или еще там других, а считаешь верующими только тех, кто живет на твоей территории, А так с Аль-Багдади под и было? шариатом, собственно. Ну да, то есть они же считали истинными мусульманами тех, кто живет на землях шариата, и призывали, ну, а шариат в полной мере существовал только на их землях, потому что там ну, сейчас же не существует прям мусульманской страны, которая 100% живет по тем же законам, что в VII веке. Это даже Саудовская Аравия модернизировала некоторые вещи. И с их точки зрения как раз вот только их последователи и являются подлинными мусульманами, поэтому имеют право голоса. Если все последователи согласны, соответственно, была внутренняя легитимация этого. Другое дело, что это уже не совсем, ну это явно сектантские, то есть это ограничение верующих из миллиарда, 1,5 миллиарда выбирается группа людей, которые претендуют на полноту истины. А кто эти люди? Вот те люди, которые признали все-таки Аль-Багдади халифом, главой мусульман, те люди, которые пришли за ним. Есть ли какие-то общие характеристики, которые применимы были бы, если бы не ко всей этой вот численности людей, но хотя бы к какому-то понятному, заметному большинству? Ну да, значительная часть это иракские мусульмане, вот из тех регионов, которые суннитские регионы Ирака. И начиналось исламское государство еще в 2004-2006 году как часть Аль-Каиды. То есть это была борьба против светского секулярного западного мира, который пришел в лице Америки туда, в Ирак, воевать. И, собственно, сам Аль-Багдади же иракец. И люди, которые его поддерживали в регионе. Потом это еще значительная часть мигрантов, то есть десятки тысяч людей приехало в исламское государство, так называемое, со всего мира. Огромное количество это мигранты, ну, чаще всего в третьем поколении из Европы, то есть их дедушки приехали в Германию, во Францию, прежде всего во Францию, их родители попытались ассимилироваться во Франции, им это не понравилось, и вот эти внуки первых мигрантов увидели свои истинные ценности в исламском государстве. Если так обобщить, то получается либо разозленные люди, либо отчаявшиеся, да, увидели в Аль-Багдади своего предводителя. Во многом, да. Плюс, допустим, большая часть людей приехала из СНГ, из центральноазиатских республик, где тоже они не имеют там возможности нормальной работы, они не имеют выхода на перспективы. И фактически исламского правления тоже у них там нет, хотя очень много мусульман в странах, но власть светско-тоталитарная. Они тоже искали, куда бы себя применить, и более того, если для британцев, может, это не так актуально, то для чеченцев или узбеков важный вопрос в том, что у них это еще и способ обогатиться, то есть ограбить неверного, отдать там часть в нужды халифа и часть себе получить, да, то есть рабынь, дома,
и много других моментов. То есть в том числе и из-за бедности ехали туда. Я сейчас вас прерву, Руслан. Как раз о заработке на рабах, на рабынях, в первую очередь, хочу остановиться. В Ираке существует специальное бюро по делам похищенных, которое занимается, они не скрывают этого, выкупом рабынь, выкупом девушек. В основном это езидки, но по словам тех людей, которые занимаются выкупом, есть среди них небольшое, но все-таки количество шиитских девушек и христианок. Но в основном, конечно, это езидки, и речь идет о тысячах человек. Я встретился с председателем, с руководителем этого бюро по делам похищенных. Предлагаю часть нашего разговора сейчас посмотреть. Давайте. В представлениях людей ИГИЛ – это невероятно жестокая организация, уничтожающая на занятых ею землях всех немусульман. То есть убивающая мужчин и захватывающая в плен женщин и детей. Что ж, если мы говорим о районах проживания езидов, все именно так. Они убивают мужчин, захватывают женщин для продажи, а их детей отправляют в тренировочные лагеря. После создания нашего бюро мы провели исследование и выяснили, что 6413 езидов были захвачены ИГИЛ. Через нашу сеть мы вытащили более 2800 человек, но свыше 3500 еще там. Там за кадром осталась еще та часть разговора, когда он, вот Хусейн Аль-Каиди, признается в том, что платят. Я прошу прощения за такой термин, который вообще не применим к человеку, но тем не менее, платят рыночную цену за этих несчастных девушек. То есть, если этот самый игиловец купил девушку за $10 тысяч, он ее за эти же $10 тысяч потом продает тем людям, которые ее освобождают. Такая вот история происходит. Это наши дни. Вот мы как раз говорим о возвращении каких-то средневековых порядков, да, средневековых обычаев. Вот, мне кажется, ничего страшнее, чем рабство, придумать-то и нельзя. Ну, наверное, есть вещи пострашнее, но лучше не доводить до такого. Да, вот опять возвращаемся к тому, что религиозность этих людей, она не сводится к молитвам, постам или совершенствованию в богословии. Это скорее вот акцентирование каких-то моментов, которые очень косвенно, но признаются в традиционном исламе, то есть в том числе и рабство, в том числе и джихад, война, военный джихад, но при этом не уделялось им такого центрального значения даже в средние века. И как раз даже если признавалось рабство во времена пророка Мухаммада или многоженство, то все равно всегда шла апелляция к тому, что нужно ограничивать свои аппетиты, и в том числе и во владении рабами. Тогда как здесь это признается одним из столпов, можно сказать, веры. Еще один момент, который, кстати, отличает очень многих последователей исламского государства и в целом вот, джихадистов этого региона, это вера в скорый конец света. То есть в то, что грядет страшный суд. И как раз с этим связана война в Шаме, война в Сирии и окружающих регионах, где как раз должны схлестнуться армия мусульман и армия неверных. Вот армия неверных — это, естественно, американцы и все их коалицианты, а армия мусульман — это Рим. Ну, Рим, да. Армия мусульман — это вот те, кто собрался под знамена халифа. А на чем основывается убежденность этих людей в скором конце света? Какие свидетельства они могут предъявить, вот, собственно, этому самому скорому концу света? О, какие свидетельства? Ну, сама по себе война и вторжение немусульман в мусульманский мир — это такое самое очевидное свидетельство. И как раз вот с момента вторжения американцев в Ирак вера в скорый конец света все больше распространялась по территории Ближнего Востока, как к моменту начала деятельности активной ИГИЛ в Сирии. Больше половины людей в этом регионе считали, что конец света или вот-вот наступит, или уже наступил. Потом такой момент, что халифат разрушился. Да, не так давно, собственно, разрушился халифат. Да, 100 лет назад примерно. Ну, и получается, что халифат разрушен, неверные вторгаются, плюс катаклизмы, плюс войны, постоянное расслоение мусульманской уммы. Ну, это, наверное,
во многом способствовало вере в скорый конец света. Плюс, когда появляется движение это джихадистское, появляется и его проповедь. И в проповеди постоянно педалируется, что вот это последняя война, и халиф будет сражаться за Дамаск. Не только за Дамаск, мы помним сражение за Дабик в Сирии. Да, Дабик — это тоже одно из мест, где будет... Последняя битва должна была между Римом и мусульманами. И как раз поэтому же такая была жесткая мясорубка там. То есть это село, ну не село, небольшой городок, который там какой-то суперстратегической функции не несет. Даже тот же Азаз, который рядом Но с при ним этом они же очень хитро поступили. Они же сдали его без боя и сказали, ну, значит, конец света не состоится, потому что пророк объяснял, что только после того, как бой произойдет, тогда наступит конец света. То есть они же по-своему трактуют все священные тексты, как хотят. Конечно. Так это как раз связано с тем, что, собственно, вот такое нарочитая религиозность, пиетизм им не свойственен. То есть часто это используется религиозная риторика для мобилизации сторонников, и не всегда сторонников в регионе. Это могут быть сторонники там, в Европе, к примеру, в других странах. И почему же они потом, когда Дабик пал, переименовали свой журнал? Раньше он назывался Дабик. А стал Рим. А стал называться Рим, да. То есть упор здесь уже на то, что конец света таки не состоится, и мы пойдем захватывать Европу. То есть пойдем воплощать другой хадис, что сначала пойдет Константинополь, а потом пойдет Рим. И таким образом выход на сетевую структуру, подобную Аль-Каиде, когда в разных странах есть люди, которые верят в эти идеалы и готовы за них там, давить толпу, к примеру, и там, резать кого-то в поезде, что постоянно подчеркивается в этих номерах журнала «Рим». Ну, по-моему, уже последний давно не выходил, но их тоже штук 15 успело выйти. Когда упор уже на то, что не обязательно ехать в халифат, да, будьте джихадистами у себя дома. И то, что первоначально была риторика, что едьте в Сирию и Ирак, потому что мы будем создавать здесь халифат. Как раз, может быть, если бы они просто создавали там халифат, не претендуя на выплеск в весь мир и порабощение всего мира, может быть, их бы не так сильно все вокруг и ополчились на них, потому что Сирия и так уже была развалена на тот момент. Ирак тоже в нестабильной ситуации был. А так все страны поддержали против, увидя, что это просто настолько агрессивные ребята, что им нужно противостоять. И коалиции сплотились даже не одна, а несколько против них. И поэтому их так быстро, фактически за несколько лет, с огромными боями, но вытеснили и из Ирака, и сейчас вот из Сирии вытесняют. То есть их, вытесняют не в том смысле, что они исчезают в небытие, а в том смысле, что они прекратили позиционировать себя как территориальное государство, как халифат на определенной территории. Как географическую единицу. Да, да. Что раньше было очень важно, потому что это как раз вот шариат, халифат, территория, ресурсы. Это было фактически целостное государство в течение нескольких лет. А теперь это претензия на сетевую структуру, которая может, опять-таки благодаря современным способам коммуникации, соцсетям, интернету, в любом месте, в любой семье, в любом селе, в любом городе может возникнуть ячейка, которая себя позиционирует как их филиал. А каковы цели Аль-Багдади и ближайшего вообще окружения его? Это действительно, они действительно собираются построить всемирный халифат, действительно собираются подчинить себе весь мир? Или все-таки есть какие-то другие, скажем так, более достижимые цели, но для их, собственно, достижения и говорится, то есть проси большего для того, чтобы достичь меньшего? Тут как раз просить большего сработало против них, потому что против них ополчились все, включая очень консервативных суннитов, не говоря уже о тех, кто выступает против джихадизма. Я не знаю, честно говоря, какие цели конкретно он преследовал или преследует до сих пор, и какие цели преследует их верхушка. Может быть, там не только приближение конца света и Царства Божьего, может быть, там и желание обогатиться, к примеру, да, потому что
Но можно было бы найти миллион способов проще и чуть более безопасно. Да, поэтому может быть, изначально это была все-таки оборонительная война, партизанщина против Соединенных Штатов. Но впоследствии уже там, к десятым годам оно еще усугублялось. И к ним втянулось очень много людей, которые разочаровались в мирных протестах. Да? То есть вот там в том же 2011 году начинаются мирные, условно мирные протесты арабской весны. И многие люди считали, что вот теперь будет обновление какое-то в арабском мире. А тут эти протесты мирные придушиваются. И некоторые люди, которые готовы были протестовать мирно, пошли поддерживать военизированных протестующих, скажем, потому что посчитали, что их права можно защитить только с оружием в руках. Может быть, если бы мирные протесты нашли какой-то отклик в сирийском режиме, то не было бы и таких кровавых событий позднее. То есть в тех же африканских, арабских странах мирные протесты тоже не победили почти нигде, но далеко не везде такая кровавая война многолетняя. Вот мы опять возвращаемся, да, к режимам авторитарным, к режимам таким тоталитарным, даже можно, если так можно выразиться, которые и по-прежнему существуют на Ближнем Востоке, и существовали в прошлые годы, в прошлые десятилетия. Режим Саддама Хусейна один из самых тоталитарных, вот прям из энциклопедии. Вот тоталитаризм — это вот как раз саддамизм и есть. Да? Мне наша зрительница из Соединенных Штатов Дарья прислала сегодня ссылку на большую статью, которая вот на днях вышла в журнале «Нью-Йоркер», как раз о судьбе иракских езидов. И там говорится, в частности, что во времена Саддама Хусейна им жилось очень тяжело, что они подвергались гонениям как религиозное меньшинство, как люди, которым они совсем, вот руководство иракское не доверяло. Но при этом я совсем недавно в Грузии говорил с беженцем езидом, который прячется там от того, что происходит у него на родине, который совсем другие вещи рассказывает, который про Саддама Хусейна говорит вот совсем иное. Я предлагаю сейчас послушать этого парня. Во времена Саддама Хусейна езидам в Ираке жилось лучше, чем в первые годы после его свержения, и тем более лучше, чем сейчас. Мы жили в мире со своими соседями, и курдами, и арабами. После же того, как Саддама свергли, на езидов начались гонения. Года не проходило без того, чтобы людей не убивали только за то, что они езиды. А в 2007 году бандиты напали сразу на 2 езидские деревни. 700 человек тогда были убиты. Все-таки где же истина? Кто же Саддам Хусейн? Кровавый диктатор или человек, который умудрялся каким-то образом нивелировать все противоречия религиозные в тогда подведомственном ему Ираке? Да, истина в том, что меньшинствам проще всего живется в светском государстве. То есть, когда есть диктатор, или это может быть диктатор в виде закона, или может быть диктатор в виде конкретного человека с усами. И если есть сдерживающий фактор в лице этого диктатора, который давит на всех одинаково, то меньшинства получают такое же давление, как и все. Если нет этого сдерживающего фактора и есть общая озлобленность, то меньшинства, конечно, первыми получают. И получают, пока есть эта анархия. Как раз при Саддаме Хусейне курды страдали как сепаратисты, а не как религиозное меньшинство. То есть Курдистан был таким более или менее неподконтрольным регионом, и за счет этого Саддам постоянно их притеснял. Да, и тоже там были эпизоды массовых убийств. Но когда его свергают, то как раз меньшинства оказываются в ситуации, когда их больше никто не поддерживает. То есть на доминирующей конфессии нет прессинга больше, а на меньшинство остается прессинг доминирующих соседей. И в таких ситуациях, конечно, меньшинства страдают первыми, и христиане, и езиды пострадали. Езиды в большей степени, христиане немножко в меньшей степени, но тоже массово становились беженцами. И сейчас в Ираке очень серьезная программа по возврату христиан
на родину, потому что если ты убежал из разрушенной деревни в Ираке, например, в Берлин, не факт, что ты захочешь вернуться, когда тебе отстроят там твою хижину. Еще непонятно, кто и когда отстроит, потому Да, что... и непонятно, когда ее в следующий раз разрушат. Поэтому, естественно, что езидам и другим меньшинствам и в Ираке, и в Сирии жилось нехорошо. Ну, алавитам, может, немножко лучше жилось в Сирии за счет того, что... Правящая верхушка была их единоверцем. Правящая верхушка. Но тут момент интересный, что в Сирии правящая верхушка была меньшинством, и в Ираке правящая верхушка была меньшинством. Только это разные меньшинства. Саддам был суннитом, да, и он как раз представлял эту партию суннитскую. Но с другой стороны, он не навязывал суннитское мировоззрение, то есть не ставил суннитов выше всех. Он давил также на суннитов, как и на шиитов. Как раз это такой подарок секулярного, может быть, советского, может быть, американского, гуманитарной помощи, скажем, в мировоззренческом смысле. Потому что как раз вот эти арабские социалисты, когда приходили к власти в 20 веке, Саддам же и Асад-старший были однопартийцами фактически, да. Они сразу начинали прессовать всех в более или менее равной степени, не выделяя любимчиков и не притесняя остальных. Поэтому те же езиды, те же ассирийцы и шииты небольших вот таких направлений активно поддерживают светское правительство. Поэтому же, допустим, многие из этих меньшинств поддерживают и Россию, российско-иранскую коалицию, потому что они выступают на стороне светской власти в Сирии. Тогда как сунниты и шииты были в противостоянии, и всегда была возможность, что тот из них, кто при власти, будет давить того, кто не при власти. То, что получилось в Ираке, когда сунниты, суннитское меньшинство и так было меньшинством, а потом они еще отказались участвовать в выборах после свержения Саддама. И полностью контроль перешел к шиитам. И, соответственно, сунниты попали тоже под этот прессинг. Хотя Саддам же был мусульманином, фактически, он был не молился с утра до вечера, но позиционировал себя как мусульманин. Поэтому сказать, что он был атеистом, нельзя. Как раз вот этот верующий человек, который при этом ведет светскую политику, это оптимальное для меньшинств на Востоке. Я, кстати, хочу заметить, что вот когда мы говорим о том, что исламское государство, так называемое, в него вливались сунниты с разных концов мира, в том числе в Ираке, я хочу заметить, что не всех суннитов готовы были принять к себе, как выяснилось, эти самые радикальные джихадисты. В одной из деревень недалеко от Мосула, например, они отказались в принципе что-либо иметь общее с теми людьми, которые там жили, потому что деревня, как выяснилось, курдская. И выяснилось, что они не доверяют курдам. Я предлагаю посмотреть кусочек интервью со старейшиной этой деревни, где он объясняет, что же, собственно, произошло. В июле 2014-го исламское государство оккупировало Мосул, а через 2 месяца они пришли сюда. Некоторые семьи из этих деревень бежали при приближении джихадистов, но не все. Деревня суннитская, ИГИЛ тоже сунниты, поэтому некоторые решили, что единоверцев трогать не будут. И лучше остаться тут с ними, а не бросать дома и хозяйства, нажитые годами работы. Но джихадисты не позволили никому остаться. Сказали, что не доверяют курдам, думают, что они все агенты Пешмерга. Дали людям несколько часов на сборы и выставили всех. То есть еще и национализм, оказывается, не чужд? Или это какие-то предубеждения не национального характера? В некотором роде национального, потому что курды действительно ассоциируются с Пешмергой и с рабочей партией Курдистана. И понятно, что если это недалеко от Мосула, то это значит недалеко от территорий подконтрольных курдам. И, собственно, территории подконтрольные курдам, но недалеко от Эрбиля и других, которые были подконтрольны той же Пешмерге. Поэтому вполне может быть, что это просто была военная тактика – не оставлять в ближайшем тылу людей, которые могут каким-то образом поддержать тех, с кем ты собираешься воевать. Конкретно здесь это был, может быть, не столько национальный фактор, сколько фактор политический.
но политический военный в смысле, военно-политический, но в других случаях скорее не был свойственен именно национализм этому движению, потому что как раз оно себя-то и позиционировало как выход за пределы нации, выход за пределы арабского мира и очень активно взаимодействовало с другими людьми. И, ну, может быть, с курдами меньше, но там, с кавказцами, с представителями Центральной Азии, они вполне нормально сотрудничали. И многие люди с Кавказа, которые считали, что их в России притесняют, и, в общем-то, часто справедливо считали, что и, там, в том же Дагестане, в Чечне за салафитские убеждения можно пострадать, даже если ты никого взрывать не хочешь. Они туда эмигрировали и вполне приживались. Из той же Грузии, кстати, чеченцы выезжали и становились полевыми командирами в ИГИЛе. Потому что как раз выход на религиозную составляющую всегда расширяет границы. Нельзя выйти за пределы нации, кроме как расширив границы. Как раз религия, ислам, он для всех, он глобальный, поэтому я думаю, что конкретно в случае вот этой курдской деревни речь шла о том, что это совсем рядом с линией фронта, и они просто хотели не допустить в тылу у себя врагов потенциально. Давай перенесемся в Израиль и в Палестину. Как можно характеризовать происходящее сейчас в отношениях между двумя народами, между народом палестинским, частью большого арабского народа, и народом еврейским, который населяет государство Израиль? Ну, это сложные отношения. И тут как раз речь уже не о том, что это война внутри мусульман, а это как раз вот, ну, не будем говорить война, но противостояние, часто вооруженное мусульман. Часто перетекающее в войну, да. Да, которое постоянно подпитывается. И тут тоже стоит сказать, что с одной стороны это противостояние, а с другой стороны это не такое противостояние, как в Ираке, к примеру, и в Сирии. Да, потому что все-таки в Израиле действуют законы какие-то, и израильтяне признают мусульман гражданами, там, их арабский язык признают официально и так далее. С другой стороны, постоянно претендуют раздвинуть границы, собственно, еврейской части Израиля. И арабы, естественно, не хотят этого допустить. Но нет такой, скажем, поддержки всех арабов или всех мусульман Палестине. Да? Ну, то есть идеологическая поддержка может быть, но нет, допустим, военных попыток отбить у Израиля, как было в 60-е годы. Да. Мне кажется, уже просто понимают, что не стоит тягаться, не стоит даже пытаться тягаться. Ну, с одной стороны, наверное, да, с другой стороны, есть, допустим, там не так давно звучала версия саудовско-израильской коалиции, к примеру. Против Ирана. Да, против Ирана. То есть для мусульман враги не евреи. Хотя еврейские меньшинства тоже периодически попадали под раздачу на Ближнем Востоке, в мусульманских странах. Но при этом это скорее были вот такие погромы. Да? То есть погром — это спонтанное явление. А целенаправленно мусульмане не против евреев, а скорее вот против государства Израиль, зачастую против него. Но когда речь идет о противостоянии с серьезным врагом, как Иран, оказывается, что евреи не такие уж плохие ребята. Та же Турция периодически, когда она себя выставляла лидером исламского мира, вроде бы как против Израиля выступала. Теперь вроде бы как уже нет этих таких суровых конфликтов. Опять-таки, единственный конфликт был подогрет из-за вот этой статуса столицы, когда и Турция выступила против, и все другие, но при этом интервенции не было. Ведь после этого было очень много громких заявлений с самых разных концов мира. Тот же самый Эрдоган заявил, что, кстати, даже накануне, по-моему, что Израиль террористическое государство и так далее. Да, но это
риторика, то есть это электоральная риторика скорее, нежели то, зачем последует, например, военная интервенция или там, что, как прекращение сотрудничества в торговле или еще какие-то вещи. То есть это попытки дипломатическими и риторическими способами призвать Израиль к порядку. И тут как раз вот вопрос в том, что в отличие от так называемого исламского государства, Израиль часть мировой правовой системы. И нельзя просто так, допустим, переносить столицу в Иерусалим, потому что мировое сообщество не считает, что нужно так делать. И Израиль обязан к нему прислушиваться, несмотря на то, что Израиль тоже государство достаточно своенравное и, ну, нельзя сказать тоталитарное, но оно религиозно фундированное, да, ориентированное. И оно бы могло тоже всех послать и провозглашать то, что им велено. Но при этом Израиль остается в рамках правовой системы. Поэтому как раз и борьба с ним осуществляется в рамках правовой системы. Призывов на Совбезе ООН и так далее. И опять-таки поэтому же Израиль ищет себе союзников не среди тех, кто приедет там воевать за него, хотя и это тоже. Но у них просто ресурс, потенциальный ресурс меньше, чем у мусульман. Но ищут себе союзников среди дипломатических лидеров мировых, то есть США прежде всего, Россия, которые готовы их поддержать в правовом поле. Поэтому и война здесь, ну, противостояние часто идет в рамках правового поля. Но, с другой стороны, в Израиле же есть и фундаменталисты еврейские, которые постоянно педалируют поселения, постоянно педалируют религиозный статус столицы и некоторые другие моменты, которые не признают светского государства Израиль, так же, как и многие мусульмане, которые считают, что государство Израиль должно быть религиозным и еврейским. И в связи с этим они выступают против мусульман. Но их же государство, хоть и еврейское, но светское, пытается их каким-то образом сдерживать. Тех же поселенцев там оттесняют, ну, не дают им проводить все, что они хотят. Чем все-таки закончится и закончится ли арабо-израильский конфликт? Удастся ли все-таки каким-то образом прийти к разрешению этой проблемы? Я думаю, что арабо-израильский конфликт закончится только если начнется конфликт где-нибудь в другом месте и такой большой, что от этого все отвлекутся. То есть конфликт, скорее всего, может закончиться, когда конфликтующие стороны соберутся и будут обсуждать вопросы примирения. Ну так это происходит и в Кэмп-Дэвиде. Сколько лет уже это происходит? Но и в Осло. При постоянной поддержке разных сторон, допустим, там с мусульманской стороны, это может быть Катар, может быть Турция, те, кто поддерживает палестинцев материально, оружейно, и там, это был Иран, который поддерживал палестинцев в определенное время, в связи с чем же и противостояние Ирано-израильское. С другой стороны, есть большие общины, стороны, которые поддерживают евреев, Израиль в этом конфликте. Соответственно, если не вливать в конфликт масло, скорее всего, он рано или поздно вынудит стороны примириться. Как раз, возможно, многие из воюющих и активно протестующих воюют и активно протестуют, потому что за это могут прислать какую-нибудь помощь, гранты, оружие, власть. С обеих сторон. С обеих сторон, да. Поэтому конфликт возможно примирение в конфликте, когда не будет внешнего влияния. Без этого условия невозможно примирение. С ним возможно, что не будет примирения, но возможно оно только когда будет желание обеих сторон остаться на этом же месте и не противостоять тому, чтобы другая сторона осталась на этом же месте. И если не будет внешних вливаний, то, соответственно, будет больше поводов для компромисса. У нас остается буквально минута. Что ждать Ираку и Сирии в ближайшее время, когда там можно будет говорить о более-менее стабильном мире? Ну, в Ираке, я думаю, что о более или менее стабильном мире можно будет говорить уже очень скоро, в связи с тем, что исламское государство фактически разрушено там, но то есть неконтролируемые территории, есть территории, контролируемые курдами,
но более или менее, по крайней мере, мир там будет восстановлен. Что касается Сирии, я думаю, в ближайшее время там мир восстановлен не будет, и там постоянный очаг конфликтов, опять же, связанный с тем, что есть много внешних игроков, которые пытаются свои электоральные дивиденды выиграть за счет чужой крови. Благодарю за очень насыщенный, очень интересный разговор. Напомню, сегодня гостем Прайма был Руслан Халиков, президент Украинской молодежной ассоциации религиоведов. Сейчас пришло время прощаться, а завтра Прайм в 21:00 проведет журналист Аркадий Бабченко. Всего хорошего, счастливо.